В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Начинается новый учебный год, и в связи с этим сегодня мы поговорим с гостем студии, детским психологом Юлией Андросовой, о том, как подготовить ребенка к школе и сделать все для того, чтобы адаптация прошла комфортно и без стрессов. Думаем, интервью будет полезно не только для родителей первоклассников, но и для детей постарше. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали к нам в студию. И, во-первых, после лета всем довольно-таки тяжело настроиться на свой учебный год и на режим работы. Какие рекомендации по смене режима вы можете дать? Безусловно, очень трудно не только детям, но и нам, взрослым, после летних отпусков и каникул перейти в рабочий и в учебный процесс. Этот процесс, естественно, нужно проходить не за день, не за два. Желательно начинать за неделю до учебы, до начала работы. Нам тоже, взрослым, очень полезно. Вставать вместе с детьми, стараться каждый день на 30-20 минут раньше. Если мы учимся с первой смены, то это еще получается намного сложнее. То дети в каких-то школах с 8 учатся, в каких-то школах с 8:30 учатся. То есть первоклассник должен вставать уже как минимум в 7 часов утра. И поэтому до начала учебного года лучше за неделю начать постепенный переход к раннему подъему и к раннему уходу ко сну. Ну, благо, что еще отменили в свое время переход с летнего на зимнее время и обратно. Да, это тоже очень помогает. Что должен предпринять родитель, помимо того, чтобы вставать за 30 минут до начала своего дня, чтобы подготовить ребенка к школе? Чтобы подготовить ребенка к школе, не только первоклассника, но и второклассника, и даже 11-классника, старшеклассников, безусловно, здесь роль родителей очень велика. Потому что если родители относятся к этому процессу, к учебному процессу, к началу учебного года как-то очень просто, не так ответственно, и, соответственно, и отношение детей тоже будет к учебе такое же. Я бы посоветовала в первую очередь посмотреть на свое отношение к этому процессу, то есть тоже готовиться, помогать ребенку, постепенно начинать разговор о начале учебного года, какие предметы он больше всего ждет. На завтраке можно разговаривать, за ужином можно разговаривать о школе. И постепенно ребенок уже перестраивается от летнего режима к учебному процессу. Что касается первоклассников, безусловно, здесь намного усерднее и больше трудов нужно сделать, потому что первокласснику это все впервые. Он не знает, что такое учитель, он не знает, что такое сидеть за партой 30 минут, 40 минут, да? И поэтому здесь очень важна тоже позиция родителей, твердая позиция родителей, что они хотят помочь ребенку, могут помочь, они всегда будут готовы прийти на помощь. И ребенок должен в первую очередь чувствовать уверенность родителей, тогда у ребенка все будет хорошо. Самый, наверное, трудный вопрос – это психологический барьер социализации, то есть ребенок из общества, которое ранее он привык в детском саду, переходит в совершенно новый, так скажем, новое общественное пространство. Как его не столько подготовить, сколько вот первые месяцы адаптации, какие-то, может быть, ошибки смочь предотвратить? Безусловно, здесь не так уж прям я бы не заостряла этот вопрос среди родителей, потому что среди родителей этот вопрос стоит очень остро, и эту тревожность, и вот это вот состояние тревожности дети очень чувствуют. Еще больше нагнетают. Еще больше напрягаются. Я бы посоветовала, естественно, если ребенок в дошкольном возрасте посещал детский сад, различные кружки, у него был опыт общения с разными детьми, с разными взрослыми в разных ситуациях, и он умеет общаться как со взрослыми, так и с детьми, то здесь, мне кажется, никаких проблем не должно быть. Главное, чтобы взрослые до школы обеспечили максимальную социальную именно интеграцию в обществе, чтобы они знали, что есть разные дети, разные взрослые, и в разных ситуациях могли выйти из ситуации. А нередко встречается такая ситуация, что ребенок поздно идет в школу, к примеру, 1 сентября ребенку исполняется там 6 лет и 11 месяцев, и родители почему-то не хотят его отдавать в школьное, так скажем, пространство и ждут еще год, и по итогу он идет в школу почти что к 8 годам. Как вот с такими ситуациями справляться? И наоборот, обратная ситуация, когда ребенку только 6 лет исполнилось, и его уже отдают в школу. Нормально ли те и те случаи, и как в них себя вести? Тут очень индивидуальный подход.
Что касается, есть такое понятие, как психологический возраст, что и ребенка, если даже ему 7,5, у некоторых детей психологический возраст по диагностике, например, покажет, что ребенку только 5 лет. Социально, эмоционально он еще не готов. Тогда, может быть, психолог детского сада или школу, куда они поступают, могут рекомендовать остаться еще, подождать еще год, чтобы он еще посещал детский сад. И уже вот, для взрослого, кажется, 1 год это так мало, а для ребенка 1 год это очень целесообразно, даже 10 лет нашего становления как личности. Да? Поэтому, если рекомендовали педагог и психолог, то я посоветовала бы остаться. Что касается, если поздно, никогда не поздно. Если даже и 7, и 8 лет, главное, чтобы ребенок себя комфортно чувствовал. Если родители чувствуют, что ребенку пока рано идти, что он пока социально или, может, по состоянию здоровья не готов к школе, то лучше бы я посоветовала подождать, потому что никогда не поздно учиться. И главное, это опять-таки отношение родителей к этому. То есть по этому вопросу лучше обратиться к специалисту. А без психолога можно ли как-то распознать родителю такие моменты, готов ли ребенок или нет? И, может быть, есть какие-нибудь простые тесты, ну, например, в интернете для интереса скачать, и чтобы ребенок Да, прошел? конечно, посмотреть? таких тестов очень много, опросников очень много. Очень много, например, ввести, что должен уметь первоклассник к 1 классу, там выйдет прямо ряд вопросов, да, там имя свое знать, ориентироваться в пространстве, в окружающем мире. Действительно, это он должен все уметь. Но самое главное, он должен быть готов психологически. То есть, как я уже повторила, что эмоционально он должен быть очень устойчив. Есть дети, которые поступают в 1 класс и в первые месяцы сидят, просто плачут. От того, что не так посмотрели, от того, что пенал упал, от того, что ручку неправильно держит, от того, что там учительница как-то сказала. Да, вот главное, чтобы ребенок был эмоционально готов к этому. Ага, Юлия Владимировна, многие родители первоклассников беспокоятся, должен ли ребенок уметь читать и, возможно, даже писать перед тем, как идти в школу, и начинают в него вкладывать программу практически начальной школы, там, первых 2 классов. А необходимы ли вот эти вот навыки чтения и писания перед тем, как поступать в 1 класс, либо же это все придет в процессе обучения, и нет ничего страшного, если ребенок не умеет этого делать? Очень хороший вопрос. Это самый актуальный вопрос среди наших родителей перед поступлением в школу. Но здесь бы я тоже хотела сказать, что нельзя всех детей под одну, грубо говоря, гребенку, да, брать, потому что все дети разные. Кому-то очень полезно заранее обучиться чтению и письму, потому что у каждого ребенка свой темп. А темп обучения в современных школах, вы все знаете, учатся по 30-40 детей. Если у ребенка, который очень медленный темп по природе, по каким-то физиологическим особенностям, он попадет в этот класс с этим темпом бешеным, да, и с этой современной программой, то ему будет очень сложно адаптироваться и, естественно, и обучаться, и он, может быть, уже с первых дней будет чувствовать себя каким-то неудачником. И это пойдет уже во все 10 лет обучения в школе. И поэтому таким детям, у которых темп, родители знают, что каждого своего ребенка, я бы посоветовала уже начать до школы, хотя бы с весны, чтобы ребенок отличал звуки, соединял звуки, чтобы он уже пошел в 1 класс с какой-то основой знаний, чтобы он чувствовал себя увереннее. А помимо развлечения звуков и восприятия на слух, какими вот еще навыками желательно обладать, вот именно обязательно для того, чтобы вот прийти в 1 класс и как-то более легко преодолеть вот этот процесс адаптации? Да, безусловно, это основа чтения, звуки, различать согласные, гласные, как я уже сказала, а также ориентироваться в цифровых численных пространствах до 10, обратно считать. Может быть, элементарные какие-то 1 + 2, 2 + 1. Обязательно, желательно научить ребенка правильно держать карандаш, ручку, чтобы он уже знал, как правильно держать тетрадь, с каким наклоном, спину правильно держать, чтобы учителю в первые месяцы адаптации на это очень долго не сидеть. Юлия Владимировна, тоже очень актуальный вопрос. Родители с 1 класса, помимо самого процесса обучения, стараются отдать во всевозможные кружки, секции, и тем самым пытаются разносторонне развивать своего ребенка. Правильно ли это и есть ли какая-то безопасная грань? Адаптация вообще в 1 классе проходит, если это положительная, хорошая, позитивная адаптация, то в первые 2 месяца. После 2 месяцев до 6 месяцев это уже считается немножко сложная адаптация. Да? То есть если родители видят, что в течение 2 месяцев ребенок уже адаптировался к режиму, что он с радостью делает домашнее задание, что идет с радостью в школу, общается с детьми, то я уже могла бы рекомендовать, допустим, в концу октября, с ноября можно уже отдавать на какие-то кружки уже индивидуально смотря. Но если родители видят, что ребенку сложно пока это дается, ему нужна помощь родителей, там,
и к выполнению заданий, и учителя нужно постоянно помогать, да, я бы посоветовала еще подождать и уже посмотреть на ребенка. А так, таких рекомендаций, которые говорят, что в первом классе не отдавать, такого нет. А в среднем, если вот отдавать первоклассника, желательно ограничиться одной секцией или все-таки можно попробовать там 2-3 и уже Да, смотреть, конечно, как желательно его? одной секции выбрать. Есть сейчас очень много секций до школы. В основном в первый класс приходят дети, которые уже посещали до школы разные свои секции. Это, например, по футболу, по фигурному катанию, да, по гимнастике. Они уже продолжают, как обычно, потому что ребенок уже привык к такому темпу. А что касается новых кружков, то их нужно вводить постепенно, по одному кружку. А подготовка к домашнему заданию тоже требует определенных усилий не только от самих школьников, но и от родителей. А как правильно контролировать и нужно ли помогать ребенку во время выполнения домашнего задания? Безусловно, в начале обучения в первом классе нужно обязательно помогать, потому что ребенок не знает, как нужно начинать, с чего начинать. А лучше начинать это с более трудных заданий, это письменные задания, где больше концентрации внимания нужно. А обычно первоклассник держит свою концентрацию 10-15 минут. То есть через 10-15 минут можно отдохнуть, с ребенком о чем-то поговорить, походить там, чай попить, прийти и дальше То есть с начинать. определенной динамикой? Да. И потом ребенок уже там через месяц-два уже понимает, что как он должен сам делать задание, то начинает с письма, потом математику, да, уже свой режим делает, то постепенно уже отходить нужно с этого процесса, чтобы ребенок не привык к тому, что ему постоянно помогают. Тоже очень важный вопрос. Современные школьники очень часто проводят время за гаджетами. Какой совет вы дадите родителям, как стоит себя вести? Отбирать, либо же давать с ограничениями, либо давать в плане в каком-то поощрения? Ой, этот вопрос очень огромный на самом деле. К сожалению, сейчас современные родители по современным итогам современного исследования уделяют своему ребенку вот качественному общению максимум 15 минут в день. Живое общение с родителями, да? А большинство времени они проводят за компьютером или за планшетами, за гаджетами, за играми, когда находятся дома, я имею в виду, да? А здесь нейропсихологи, физиологи, невропатологи говорят максимум 30 минут в день, или, ну, это если прям за грань, то час хотя бы, да, нужно контролировать обязательно, потому что живого общения нашим детям очень не хватает. Но сразу можно уточнение, чтобы как бы не было перегиба палки. 30 минут – это примерно до какого возраста? 30 минут – это ученики начальных классов. С 1 по 4 С 1 по получается. 4 класс, максимум 30 минут, но некоторые специалисты говорят, ну, сейчас в современные условия можно и до часу. Юлия Владимировна, спасибо за беседу. Я напомню, что у нас в гостях была Юлия Андросова, детский психолог Центра развития детей «Сайдыс». Поговорили мы на тему подготовки и адаптации школьников к новому учебному сезону. Вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Василий Радченко. Оставайтесь на Якутия 24.